Так же как за Сулаком, кумыкскому населению предшествовала аварская, так и проживающие южнее Махачкалы кумыки, являлись в массе своей потомками даргинцев, подвергшихся языковой ассимиляции. Просто часть потомков древних даргинцев, под влиянием исторических обстоятельств восприняла кипчакский диалект ногайского языка. Причем если в Терско-Сулакском междуречье тюркизация местного, аварского населения, и сложение кумыкского народа происходили в XVIII-XIX веках, то южнее это происходило раньше. Однако вместе с тем невозможно согласиться с утверждениями о том, что тюркизация населения Дагестанской равнины началась чуть ли не с начала нашей эры. Исторические источники полностью отвергают такую возможность. Более того, в результате многократных нашествий различных иноземных армий вся эта земля была опустошена. Особенно ожесточенные сражения происходили на Дагестанской равнине в середине XIII века. Нашествие различных отрядов монголов, а особенно война 1262-1267 годов, между двумя их державами, Золотой Ордой, имевшей столицу на Волге, и хулагу-идами, занявшими в основном современный Иран, происходили на территории Дагестанской равнины и предгорий. За 5 лет войны эту территорию многократно пересекли многотысячные конные армии воюющих сторон, которые одинаково враждебно были настроены к местному населению. В феврале 1263 года на Тереке произошло крупнейшее сражение. Дербент несколько раз переходил из рук в руки. Это, как показывает историк Александр Криштопа, сказалось на жизни городского и сельского населения плоскости и предгорий северо-восточного Кавказа. Население этой части Дагестана практически исчезло, было истреблено или бежало. Такой вывод в наибольшей степени согласуется с полным отсутствием упоминания о нем в источниках. В дагестанском историческом сочинении, описывающем события, происшедшие в Кайтааге в X-XV веках, говорится, что Дагестанская равнина от реки Сулак до нынешнего Каикенского района было лишено населения. Между рекой Куйсу и рекой Хамре, место было пустое, пишется в источнике. Итак, во второй половине XIII века, вся территория компактного проживания кумыков была полностью опустошена, и здесь вообще не осталось населения. Уже хотя бы этот факт не позволяет нам говорить о том, что кумыкское население сложилось на равнине Дагестана ранее XV века. В то же время источники исключают возможность его бегства на территорию Аварии Сарира, поскольку в местных исторических сочинениях относительно исламизации данного региона говорится, что нет в Аварии ни одного коренного мусульманина. То есть все мусульмане в Аварии – это принявшие ислам местные жители. После постепенного угасания монгольского влияния, в конце XIII-XV веков, Дагестанская равнина на всем протяжении от реки Самур до современного поселка Тарки входила в состав кайтагского уцмейства, а наиболее позднее упоминания о контроле Кайтагом окрестностей Тарки относятся к 1466 году. В XV веке гази-кумухское шамхальство заметно усиливается и начинает экспансию на равнину и предгорья Дагестана. К самому концу XV века относится взятие под контроль гази-кумухским правителем Шуринской котловины, окрестности современного Буйнакска, для контроля над которой он в 1500 году поселил здесь несколько десятков семей аварцев из села Аргвания. Они первоначально были заселены на территории нынешнего Кафыр-Кумуха, однако в дальнейшем за храбрость, проявленную ими в борьбе с аварскими нупсалами хунзахского правящего дома, получили возможность избрать себе для дополнительного расселения другое место. Чуть позже часть аргванинцев из Кафыр-Кумуха переселилась на Левашинское плато, и там они основали еще одно поселение с названием Кутиша.
О том, что аргванинские аварцы переселились из Шуринской котловины частично, говорят русские архивные данные 1868 года. Согласно этим данным, в селении Копчугай, на севере Шуринской котловины находились чамки, по всей видимости, родственники аварских нуцаалов. Дом Нуцалчи, резиденция которого в начале XVI века, располагалась в Кафыр-Кумухе, происходит от аргунайских чанков. Они проживали в Копчугае отдельным кварталом Аргвани-Кутаан и имели своих подвластных в количестве 17 семей от общего количества в 107 домов. И на рубеже 15-16 веков, за контроль над равниной и предгорьями начали активно бороться газикумухское шамхальство и аварское нцальство. В борьбе за Шуринскую котловину победили шамхалы, в чем им помогли семьи кровников из села Аргвани, вынужденных покинуть родное селение, из-за конфликта с родственниками нуцеалов, и активно помогавших шамхалам за предоставление им убежища. Именно их помощи основание двух форпостов в Кафыр-Кумухе и Копчугае помогли удержать контроль над Шурой. В то же время Левашинское плато и даже Акушинские земли оказались под контролем аварских нуцалов, которые также основали несколько опорных пунктов на плато. Именно эта борьба стала причиной постепенного заселения опустевших было земель в XV и XVI веках, усилиями аварских и газикумухских правителей. Основной целью последних было закрепление тех или иных территорий за собой, путем заселения туда лояльных себе групп населения. Кайтакское уцемийство, несмотря на контроль за равниной Дагестана по тем или иным причинам, не смогло организовать заселение опустевших земель, даже в Дербенте, который никогда не был полностью обезлюден, и в первой половине XV века. Там имелось всего лишь 3000 человек, то есть не больше, чем в обычном крупном дагестанском селении. Если же говорить о Тарки, то сведения биографов Тимура говорят о нем в конце XIV века, как о местности Тарки, а не как о населенном пункте. То есть к началу XV века, вся дагестанская равнина от Дербента до Сулака, начиная с XIII века, была полностью лишена населения. Об этом же говорится и в письменном источнике 1860 года, в котором нагайцы описывают историю их переселения в Дагестан, в те времена, когда наши предки, то есть мы, дагестанские нагайцы, поселились в северной стороне этих дагестанских гор, в 1440-1441 году на нижней стороне дороги Хромого Тимура, Аксак, Темирниин-Йолы, и Шахского окопа, Шахсёнгер, не было ни одного человека. В документе говорится о запустении земель ниже дороги Хромого Тимура, которая пролегала от современного селения Старый Черкей к Соломерскому селу Алмак, и далее на юг в сторону села Анди, а в другую сторону, дальше через Шуринскую котловину, в Шахсёнгер, который локализуется в районе современного села Башлы Кентка-Кенского района. В данном случае указываются два ориентира, расположенных в предгорье, где расположены аварские и даргинские населенные пункты, ниже которых не было населения, то есть равнина была в запустении. В документе указывается география расселения нагайцев по Дагестану после 1440-х годов, показывая, кто из нагайских мурс и влиятельных людей со своим окружением занял те или иные места. В Копчугае осел-представитель нагайского племени Уйсуунь, Амед Батыр, сын Айсуула. Представители племени Уйсуунь заняли также местности Ярыкая Казма и Атай-Сюргеен на севере Хасавюртовского района, вокруг села Казма-Аул. По данным конца XIX века, среди кумыкского населения Северного Дагестана было довольно много потомков нагайцев из этого племени Уйсуунь. Манас и Айса-Тюбе, рядом с селом Каранаяу Карабудахкинского района, занял Кулай, сын Айса. Таргу,
То есть Тарки занял Таргул-Агай, герой ногайской исторической песни Эр-Таргал. Терен Айры, то есть местность Тарнаир на окраине современной Махачкалы, занял Мюсеки-Агай. Представители ногайского племени Казанкулак жили в местностях Казанкулак-Тала, Чикбулы-Бакас, Гемитюбе, Эресбамут-Тюбе, Акманкак, Абыс-Белки, Ушкат. В основном это территория современного Бабаюртовского района. В том же районе располагались Канбулат-Авуз. Проживал Карабаш-Канбулат, в 17 веке, Туган-Арка, Туган-Мирза, речка Шувал, сын Арака, Казий. Его отец умер в 1548 году. В Чубар-Арке, Кутан-Халимбек-Каула и Вучо, Аграханский полуостров, жили представители другого ногайского племени Кипчак. Эти местности расположены от современного города Избербаш до реки Терек и включают в себя Бабюртовский, Кумтар-Калинский, север Хасавюртовского, Карабудахкенский, равнина Буйнакского районов, а также окрестности Махачкалы. Вся эта бывшая пустой территория, к концу 15 века, оказалась занята стойбищами ногайцев. Согласно вышеуказанному ногайскому источнику от 1860 года, затем, то ли из Газику-Муха, то ли из Хайдака пришел некто по имени Шамхал и путем насилия основал поселение, и дал ему название Кафыр-Кумух. Некоторое время он проживал там. Затем один из его сыновей пришел в Таргу и основал там поселение. Таким образом мы видим, что начиная с конца 15 века ни о каких кумыках, заселяющих Дагестанскую равнину, и вообще прикаспийскую низменность, речи в исторических сведениях не идет. А речь идет о целом ряде ногайских многочисленных мобильных поселений, начиная с места, где сейчас находится город Избербаш, и кончая как минимум поселка Кизляр, который находится в Моздокском районе, Республики Северная Осетия, Алания. В то же самое время, когда в Кафыр, Кумухе и в Таргу уже воцарился и правил дом Шамхалов из Кумуха, то есть где-то в середине 16 века, два брата, ногайские правители, одни из многочисленных племянников хана Мамая, по имени Казий и Карасай, опасаясь крымских татар, откочевали со своими улусами, с Волги на Терек, заняли оба берега этой реки и протянулись до Каспийского моря. Сведения, собранные в XIX веке, представителям местной русской администрации, говорят о том, что известный хан Мамай вместе со своим племянником Араком, захватил Крымское ханство в свои руки и тотчас приступил к переселению части населения ханства в малолюдные тогда степи у подошвы Кавказских гор. В число переселенцев попали и ногайцы, в частности племени Кипчак, и Казан-Кулак, которые первоначально перекочевали со своими стадами на плоскость нынешней Чечни, причем глава племени или орды, Боро-хан, основал свой юрт на реке Сунжа вблизи впадения ее в Терек. Место это было благодатное в климатическом и почвенном отношениях, оказалось однако для ногайцев весьма неприветливым в другом отношении. С запада их теснили воинственные племена черкесов, с юга, как коршуны, налетали на них буйные чеченцы. У чеченцев также сохранилось предание о столкновении с ногайцами, записанное в конце XIX века, где говорится, что где-то, лет 300 тому назад, в пределах нынешней Малой Чечни, ногайцы, в большой массе встретились с чеченцами в широком ложе реки Аргун. Произошло побоище, в котором трусливые кипчакцы, естественно, понесли страшное поражение. Об этом столкновении пишется в книге «Берже. Чечня и чеченцы», выпущенном в Тифлисе, в 1860 году. Также под этими чеченцами, которые столкнулись с ногайцами, в этом побоище, следует воспринимать раннюю стадию складывания чеченцев как нации, где у них есть свой предводитель Нутсаул-Чи, не так давно перебравшийся с горной Михельты в низовье своих владений, в равнинную свою резиденцию в Чачан-Ауле, где под этим общим именем чеченцы именуется и ее аварская часть, которая тогда в 1570 году,
составляла почти половину от всей общей массы. Таким образом, письменные источники и предания говорят о переселении. Около 500 лет назад, к берегам Каспия нагайцев с Волги и Крыма, и занятие их стойбищами опустевшей равнины Северного Дагестана. В этом же ключе звучит заключение сотрудника администрации Терской области, специалиста по этнографии и культуре населения этого региона Николая Павловича Тульчинского. Это пространство со времени последнего передвижения народов из Средней Азии, эпоха монгольских наступательных движений на Европу, было занято нагайцами, племенем, родственным монголо-татарам. Опять же ни о каких кумыках речи не идет. Везде только одни нагайцы. С распадением могущества Золотой Орды, в 15 веке, начинаются выселения горских народов на плоскость. И к этому времени относятся основание шамхальства Тарковского с резиденцией в Тарки. После покорения Казани и Астрахани русское правительство занимает устье реки Терек, а потом овладевает всей плоскостью по обеим сторонам. Речь идет о 1570-х годах. Овладев всей плоскостью по обеим берегам реки Сулак, русские в 1590 году ставят там крепости, затем опять отодвигаются к Тереку. С удалением русских к Тереку, разные выходцы из гор Чечни, и гор Дагестана, Салатавии, Гумбеета, и Центральной Аварии, а также выходцы из шамхальства Тарковского, и стран Крыма, и Персии, и вместе с небольшими обществами гуэнов, то есть андийских аварцев, тюменов, и бураганов, то есть нагайцев, обитавших в предгорьях по правой стороне реки Сулак. Вся эта разноплеменная, преимущественно горская масса, расселяется по левой стороне этой реки в ущельях северного склона лесистых гор и образуют нынешний народ кумыкский. Слабые числом, первые кумухские поселенцы на равнине первоначально, опасаясь своих соседей нагайцев и их воинственных князьков, держатся около гор, не удаляясь вглубь плоскости. Потом с увеличением народонаселения, с развитием воинственного духа у горских переселенцев, и с исчезновением нагайских князьков, кумухи переносят свои поселения дальше от гор на плоскость, оттесняя нагайцев к низовьям рек Сулак, Терек и Аграханскому заливу, образуя таким образом три общества – Андреевское, Аксайское и Костяковское. В таком виде, совершая поход в Персию, застает кумухов и нагайцев Петр I, Аксайское и Костяковское общество добровольно подчиняются Петру, а Андреевское общество с богатым торговым городом Андере оказывает сопротивление, и Петр покоряет его силой оружия. Таким образом, еще задолго до Петра Великого мы видим на прикаспийской низменности нагайскую народность, но не видим кумухскую народность. Кумухская народность начинает встречаться с появлением Петра I на Кавказе. Кумухская народность начинает занимать плоскостные земли с начала 1540-х годов. И образовывается в кумухскую народность из ассимилировавшихся между собой представителей разных кавказских племен, преимущественно аваро-лакских.